вкратце скажу немного о самом вот этом цикле мероприятий, который делал открытый летучий университет и Центр европейской трансформации. Цикл назывался «Воображая Беларусь. Идеи и образы для совместного будущего». И сегодня, насколько я понимаю, завершающее мероприятие этого цикла, которое у нас проходит в форме такого большого обсуждения, в котором примут участие разные эксперты. Основная цель этого цикла была в том, чтобы обсудить разные образы будущего, исходя из разных дисциплин, исходя из науки, исходя из новых технологий, культуры, и, возможно, попробовать даже задать какую-то новую фактуру для понимания нашего будущего, найти какие-то интересные точки движения в это самое будущее. И те, кто посетил все мероприятия этого цикла, наверняка заметили, что это были лекции, а сегодня мероприятие немножко другого формата. Я скажу, почему так получилось, наверное. Мне тоже сначала предложили прочитать лекцию, но мне показалось, что я не справлюсь с такой сложной задачей, и я решила собрать, как мне кажется, очень хороших, очень хороших профессионалов своего дела. Это люди, которые в разных перспективах занимаются вопросами городского развития, делают очень много, как мне кажется, для развития городов Беларуси. Поэтому и название у дискуссии такое оптимистичное: «Город будущего. Лучший сценарий». Хотелось поговорить о том, что вообще нас ждет впереди и как нам это все понимать, исходя из разных перспектив. Потому что часто, когда даже мы читаем о городах настоящего, мы видим и слышим больше плохого, чем хорошего. Поэтому мне лично, как модератору, сегодня хотелось бы попробовать повернуть все в русло приятное и доброе, и интересное для всех нас, как горожан. И, конечно, надеюсь, меня наши эксперты и участники дискуссии сегодняшней поддержат, хотя, может, это и не получится. Давайте я всех представлю. С нами сегодня Надежда Илькевич, продюсер шоу «Город». Надя также основатель проекта «Школа супергероев», о котором все наверняка наслышаны. С нами сегодня Сергей Сахаров, редактор журнала «Ситидок». С нами Иван Щедринов, директор фонда «Интеракция», Иван Кравцов, архитектурное бюро 35, и Дмитрий Бибиков, Минская урбанистическая платформа. Формат у нас будет следующий. Я для каждого из экспертов подготовила по вопросу. У него будет 5 минут, чтобы высказать свое мнение. А дальше мы уже перейдем к обсуждению того, что каждый из экспертов скажет. Возможно, у вас будут возникать вопросы. Я попрошу вопросы эти приберегать до того момента, когда дискуссия официально закончится. То есть, условно, у нас будет где-то час 20 на то, чтобы поговорить, и 10-15 минут мы оставим на вопросы и ответы. Я думаю, что начнем мы с женской половины. Прям половины Нашей панели. Надя, вопрос к тебе такой. То, чем ты занимаешься, на много степени это вот про теорию малых дел, да? Про то, что люди делают что-то сами для города, и у них это получается, и делает город лучше. Скажи, пожалуйста, вот как каждый из нас может что-то изменить, и что каждый из нас должен делать, чтобы наши города становились лучшими пространствами для жизни? Ну, здесь нет такого алгоритма, и не будет такого. Сейчас я вам расскажу, вы сейчас это пойдете сделаете, и мы сразу проснемся уже сегодня. Да? Такого, к сожалению, не произойдет. Вот. Если отвечать на вопрос, что каждый из нас может сделать для того, чтобы что-то изменить, это, во-первых, это начать что-то делать, да? И подумать, что вы хотите изменить вообще в своем городе. Все мои проекты, которые вы знаете, в том числе шоу-город, школа супергероев, они нацелены на не столько на изменение пространства вокруг себя, а больше на воспитание ответственности у каждого из нас за то пространство, где мы живем. То есть мы не должны как-то жаловаться, например. Ну, нет, понятно, что службы, там, исполком, все должны выполнять свои функции, но в первую очередь, если вы видите, что у вас двор в плохом состоянии, например, да, и вы хотите сделать лучше, вы просто хотите, например, но вы ничего про это не делаете, потому что это все жест должен делать. То есть у вас нет чувства ответственности за это пространство. Вот. И самое важное, то есть это именно воспитание вот этой ответственности за то, что мы сами можем это делать, и мы должны вовлекать туда своих соседей, свое сообщество. Это
2000 году, да, Чарльз Лэндри издал книжку «Креативный город». Кто читал «Креативный город»? Ого! Вот, есть такая теория креативного города, где нужно использовать творческий потенциал жителей для решения проблем. И многие там, европейские города, города Британии там, стали следовать этой концепции развития креативных индустрий, решением там, творческих подход к социальным проблемам. Но я считаю, что в нашей ситуации, то есть в нашем социальном контексте, не все хотят быть творческими людьми и жить в креативном городе. Все хотят жить в комфортном городе, да, в дружном городе, в интересном городе, да, то есть и чтобы никто друг другу не мешал, да, все жили в гармонии. И поэтому, то есть я недавно, я еще хочу это развить идею, появилась такая идея не креативный город, а коллективный город. То есть не обязательно решение проблемы должно быть креативное, но обязательно оно должно быть обсуждено с теми, для кого это тоже является проблемой, да, то есть у нас плохой двор, и мы, то есть, не должны сказать, сейчас мы здесь, в этом дворе, должны там сейчас сделать стрит-арт, да, построить супер арт-лавочки. Вот, достаточно просто вместе обсудить с соседями, обсудить с вашими там, будущими единомышленниками, каждый может, будущими партнерами, и просто вместе попробовать сделать эту лавочку, попробовать сделать какой-то рисунок на стене. Да, возможно, он будет не очень креативный, и, возможно, результат вас, может быть, даже разочарует. Но тот опыт, что вы прошли вместе, сделали вместе, это будет очень бесценным и как бы, станет примером для других людей. Еще такой вот момент, наверное, говорю про проблемы, да? Вот. Что ну, через проблемы, да? Ну, еще меня волнует такая история в плане того, ну, отвечаю на вопрос, может ли каждый нам что-то изменить? Да. Я сейчас, наверное, отвечаю, почему, возможно, это не всегда происходит. В связи с тем, что у нас ну, с течением времени наши все публичные пространства носили больше такой официальный характер, да, то есть на площади Октябрьской общаться, целоваться, кормить голубей, ну, не располагает атмосфера. Вот. И сейчас мы видим такую тенденцию, что как бы, жители городов хотят себе маленькие уютные пространства, где бы они могли коммуницировать, обсуждать, где бы у них была такая своя такая атмосфера, да, где бы они могли, так сказать, ну не знаю, доверять друг другу, да, то есть я сейчас пришла к доверию. Многие проекты не происходят потому, что люди не доверяют друг другу. Приходят активисты и говорят, ребята, давайте мы что-то сделаем, все такие, а нет, это кто-то, что-то сейчас будет не то. Да, значит, а почему тогда жест не сделал? Да, то же самое идет, вот активисты, если обращаются к бизнесу, бизнес не всегда доверит свой капитал, да, и вложения новому неизвестному человеку. То же самое и с государством, да. То есть мы настолько привыкли не доверять тому, что сейчас происходит, ну, потому что как бы столько раз нас кидали, можно сказать, и обманывали, что мы уже не верим. То есть, ой, стрит-арт разрешили, реально, серьезно, то есть это да ладно, да не может быть. Да, и опять разрешили, да, так, нет, может что-то не так, наверное, скоро запретят, да, вот, и мы все еще там все больше не доверяем друг другу. Вот, но на самом деле развитие городов и успешная история, вот, развитие всегда идут с низовых инициатив, то есть всегда инициатива должна исходить, ну, не знаю, понятие grassroots, да, когда мы мыслим глобально, да, то есть мы хотим жить там, в перспективе в суперразвитом городе, но мы действуем локально, то есть один двор мы изменим, одну улицу, да, сделаем один маленький праздник, но в глобальном контексте, чем больше будет таких, как сказать, бусинок, да, тем скорее мы придем вот к такому развитию. И не знаю, низовые инициативы, государство оно потом посмотрит, что если низовые инициативы были успешными, и, возможно, не будет их в нашем случае запрещать, да, ну, в лучшем случае поощрять, вот, потому что все то, что приходит сверху, оно не имеет такой, наверное, душевности, да, то есть оно говорит такое официально, нам надо, а то, что нам говорят, что нам надо, нам это сразу не хочется делать, вот, ай, надо, нет, это все сразу становится таким страшным. Вот. Ну, я, наверное, закончу на этом, да, то есть, если там суммировать, то это
нужно начинать что-то делать, общаться, не бояться искать партнеров и стараться как-то доверять и показывать своим примером всем, и бизнесу, и власти, и соседям, то, что возможно изменять свои города. В таком случае у меня следующий вопрос к Диме будет. Действительно важно, да, людям собираться вместе и придумывать какие-то интересные идеи, да, для пространств, в которых они живут, но еще важно и профессионалам объединяться из разных дисциплин и вместе пробовать что-то менять. И можно, мне кажется, с уверенностью сказать, что все-таки раньше вот город был прерогативой больше архитекторов, да, потом в какой-то момент вдруг начали появляться социологи, антропологи, и тоже они вдруг сказали, мы тоже воспринимаем, да, какие-то вещи. И Минская урбанистическая платформа, она получается пример такого междисциплинарного сотрудничества людей с совершенно разным опытом и профессиональным, и образовательным, да. Все вы собираетесь, все вы что-то вместе делаете. Расскажи, как у вас это получается? Вы ругаетесь или наоборот вы понимаете друг друга с полуслова? Как это все происходит? Ну, да, честно говоря, мы с того, в общем-то, начались, что мы начали искать другие перспективы, то есть мы начали искать архитектурная группа студентов, выпускников, и ну, еще покуда мы оставались, скажем, в том формате, нам было понятно, что внутри любой профессии, включая архитектуру, естественно, очень много вещей, которые основываются на таком внутрипрофессиональном здравом смысле, и ну, если понять, что такое здравый смысл, то обычно это неправильные вещи, которые выглядят логично. Да. И поскольку мы относились к своей работе как-то ну, критично, нам действительно хотелось сделать что-то интересное нам самим, то мы стали искать дополнительные перспективы взглядов на него. Так мы вышли на социологов, и, ну, не только на социологов, в общем говоря. Так что, да, я верю, что такие вещи возможны, и мы намеренно их исследовали, но здесь, конечно, есть проблема, потому что, ну, помимо разных вот этих вот здравых смыслов профессионалов, потому что они есть уже у социологов, у всех, собственно, да, есть еще такая проблема или обстоятельство здравого смысла жителей, он тоже очень разный, конечно, да. Здравый смысл управленцев, здравый смысл бизнеса, все эти здравые смыслы, иногда, если они вместе собираются, то получается нечто похуже. Да, авторитарного видения любого отдельного взгляда, да, получается, что есть проблема междисциплинарности, чтобы люди были открыты другим перспективам. Но, конечно, это довольно сложно, и у нас были зачастую такие довольно серьезные разногласия касаемо перспектив, потому что, ну, понятно, что если мы вместе, то есть его хардвер, ну, физическая среда, есть его софтвер, то есть люди, взаимодействие, каким образом это все устроено. Эти вещи довольно сложно между собой могут взаимодействовать, не всегда способствует. Вообще трудно понять, на самом деле, почему что-то произошло всерьез, да. Вот. Так что эта тема проблемная, но она довольно продуктивная, и вот эта идея такого hive mind, да, мышления группой, в том числе дополненного разными, структурно разными видами мышления, архитектора, жителя, управленца, человека более ориентированного на бизнес, оно кажется очень продуктивным, так что мы пытаемся это практиковать и предлагать другим. Я думаю, что это очень перспективная штука. Она выступает, чтобы никто не был. А вы когда собираетесь вместе, да, условно, когда планируете вашу деятельность, вы каких целей пытаетесь достигнуть? Что вы хотите, чего вы хотите достигнуть вашими лекциями, воркшопами, вот, архитектурными фестивалями, которые вы делаете? Не ожидал такого вопроса, думаю, какая приятная беседа. Но сейчас это просвещение преимущественно. То есть, да, мы, конечно, когда мы начинали действовать, то мы очень хотели начать сразу все делать и действовать, и менять мир вокруг нас, но стало быстро понятно, что даже словарь как бы многим непонятен, потому что люди тупые, просто это довольно новая тема, люди, еще не все привыкли, что такое новый горожанин, не хотим быть городом, да. И поэтому большая, если не большая часть того, что мы делаем, посвящена просвещению. Просвещению тех профессионалов, с которыми мы близко можем столкнуться, то есть разными проектировщиками и как в организациях, как в университете, так и просвещение просто горожан максимально. Приходить на все мероприятия, какие зовут, какие бы сложные вопросы не задавали. Вот, то есть максимально пытаться говорить, не стесняясь того, что вопросы могут быть неудобными, но все из них не можешь ответить. Ну, это, наверное, основное, что мы пытаемся сделать сейчас, это добавить в дискуссии больше конструктива, больше новых понятий, которые могут сделать более продуктивным.
здорово, потому что тема просвещения, она как раз немножко так приводит нас к теме информационной среды, которая проводила Сергея сегодня здесь у нас. И у меня как бы сделал интересный пример, я просто вот смотрела Надина шоу «Город», и там ребят водили с экскурсией по Минску, показывали им стрит-арт. Вот это около посольства Бразилии, и один из участников сказал: так здорово, я вообще не знал и не представлял, что какие-то бразильские художники захотят приехать в Минск и что-то сделать. Меня это совершенно поразило, потому что я думала, что про фестиваль улицы Бразил знают все абсолютно, во всех городах Беларуси, но оказалось, что нет. Получается, не то чтобы у меня вот из этого факта, да, появился такой вывод, но вообще, мне кажется, есть какой-то немножко информационный перекос, то есть больше говорят о Минске, пишут о Минске, обсуждают Минск. А вот все, что происходит в остальной стране, оно как-то остается где-то чуть-чуть позади. Вот как тебе кажется, есть ли такая проблема и нужно ли что-то делать? Ну, я думаю, что тут еще проблема в первую очередь касается не информационного поля, а вообще как бы восприятия вот в этом постсовке темы столица, да, и региона. И тут важно очень, когда мы говорим о том, что вот есть Минск, а есть другие города, что другие города и другие места воспринимают именно не как регионы, то есть не как полноценные единицы самостоятельные, да, а воспринимают их как провинцию. То есть нечто, что зависимо от центра. Причем в нашей истории еще плохо то, что в Минске, это мы вот тут собрались, все вроде бы хорошо, но большинство, и даже я подозреваю, большинство из нас тут присутствующих, они еще ориентированы не пока что не минскоцентрично, да, а так или иначе, хотим или не хотим, над нами еще давлеет другое информационное поле, да, то есть соседнего государства. И вообще неизвестно, что с этим делать. Если же говорить о том, что есть ли давление у регионов или у так называемой провинции от Минска, да, оно есть, но я бы сказал так, что все равно какая-то масса людей, перемен, там, где-то больше, где-то меньше люди понимают, что город нужно менять свой, собственно, да, свой регион нужно менять, становиться самостоятельным хотя бы на уровне менталитета, да, то есть меньше зависеть. С другой стороны, допустим, вот если мы на позапрошлой неделе ездили, если не ошибаюсь, позапрошлой, в Могилев, то ты видишь, что потенциал, в общем-то, есть у людей, просто рассказывать. Давайте даже не с этого начнем. То есть мне вообще нравится тема, что когда журналисты приходят и говорят, что нет информационных поводов никаких. Да? Это вообще всегда странно звучит. Почему? Потому что, по большому счету, какое у нас сейчас население? Людей, сколько миллионов? 9,5 миллионов. 9,5 миллионов – это 9,5 миллионов инфоповодов, по большому счету. То есть, действительно, если подойти к любому из нас, из тут присутствующих, каждый может рассказать какую-то новость интересную, конечно, не сразу, а там, втягивая ее. Мы можем рассказать какую-то интересную историю и так далее, и так далее, и так далее. Но другое дело, как мы себя воспринимаем в этом контексте. То есть мы себя воспринимаем как единицы самостоятельно, либо мы себя воспринимаем как винтики, либо мы вообще абстрагируемся. Большинство абстрагируются. Да? То есть я, работа, семья, дом, и вот где-то они, как любят говорить жители соседней страны, про жителей другой соседней страны, как там у просто мне слово самое не очень. Украинцы. Как там у украинцев? То есть, когда люди живут чем-то другим, когда им это заменяют, все. Конечно, очень сложно говорить о том, что, ребята, давайте менять, давайте делать СМИ и прочее. Ты приезжаешь, ты видишь, что этот потенциал есть, но он однозначно есть, его не может не быть. То есть, о городе можно разговаривать бесконечно, о городе можно рассказывать бесконечно. Но люди как бы не видят в этом, не то что потенциала, люди не видят просто, как это можно выбрать, как с этим можно работать и так далее. И разговоры такие, может быть, приедете франшизу продадите, да, или еще что-то. Но это тоже вариант, это тоже вариант. Сидок в Брест, сидок в Да. Смотри, вот вы ездите, да, вы с лекциями как раз вы журналистики выступаете. Что вы слышите от людей, которые на эти лекции приходят? Они жалуются или они просто не знают, с чего начать? Есть разные люди. То есть есть люди, которые, во-первых, тоже нужно понимать, что приходят люди, которые имеют отношение к медиа, к социальным медиа, к новым медиа, к обычным медиа. Да? То есть социальные медиа, ВКонтакте, в том же Могилеве для меня было удивлением, когда на самом деле это всегда везде в любом городе люди приходят. Когда
ты узнаешь, что, боже, жизнь, оказывается, есть и там, да, за МКАДом. Или ты едешь, допустим, по Молодечно, а по Молодечно катится автобус с рекламой местного сайта, если не помню название. И ты просто сидишь такой в автомобиле, да, или на остановке, и просто так вот прифигиваешь, тихо так спускаешься. Потому что Молодечно рекламируешься на сайт, свой сайт, на автобусе. Что происходит? Ну а там такое и есть. То есть это нормальная жизнь. Люди понимают, как бы, какая-то часть активная, понимают, что ну, ладно, мы можем делать новости, мы можем на этих новостях зарабатывать деньги. И таким образом мы можем продвигать и продвигаться вперед, и продвигать свой регион вперед и так далее. Не нужно думать, для меня это тоже всегда большой вызов, когда ты приезжаешь и пытаешься оправдываться. Ну вы знаете, мы тут приехали к вам на час, да, сейчас мы вам расскажем, какие мы крутые, и уедем. Потому что люди, которые сидят в зале, они чаще всего могут тебе в 10 раз больше рассказать интересных, опять же, историй, каких-то неожиданных вызовов этих, да, неожиданных там всего чего угодно. Хорошо, я тогда, раз мы уже в принципе, можно мы вопросы оставим, да, успел мы закончить? Тогда вопрос дальше в региональную область, к Ивану. Фонд «Интеракция», директор которого Иван является, очень интересное дело проект в регионах. Было бы здорово услышать о том, какой вообще подход к изменению городов, к работе с городами там. Здесь вроде как понятно, а вот как там все происходит? Ну, там все очень сложно происходит, потому что, в принципе, там, как правило, сохраняются подходы, которые были еще в советские времена. То есть то, что сверху написали, какую статистику дали, то, в принципе, выполняется надо. Но в регионе самая большая проблема, правильно отмечали коллеги, что весь потенциал, который, в принципе, накапливается со временем в регионах, я имею в виду человеческий, финансовый и так далее, он со временем перетекает как-то в Минск. И как-то это все бурно так развивается, что в регионах все меньше и меньше людей остается, которые могли бы что-то на месте поменять. С другой стороны, эти люди в свое время как-то пытаются повлиять на местные власти, которые, в принципе, как раз-таки теми игроками являются, которые могут что-то поменять или что-то, какие-то новые подходы ввести, что-то в своих городах такое интересное замутить, но как-то эти уезжают, эти не готовы делать, как обычно, и получается так, что в принципе все на таком же самом уровне остается. Ну и наша основная такая задача, которой мы пытаемся в регионах заниматься, и коллеги здесь расскажут, что где-то, может быть, это и хорошо получается, это те ресурсы, которые в Минске есть в наличии, и люди, которые занимаются какими-то инновациями, какими-то новыми подходами, привести в регионы и показать, что в принципе дела можно делать по-другому. И что самое, есть позитивные результаты, когда мы наблюдаем, что меняются не только люди, у которых есть какой-то огонь в глазах, которые у себя в городах хотят чего-то добиться, что-то поменять, но и меняются в том числе очень часто подходы местных властей, когда они видят, что в принципе те проблемы, которые они имеются, можно новыми подходами, новыми методами за счет малых средств поменять в гораздо лучшую сторону. Но, я не знаю, Полоцк, наверное, можно приводить в качестве примера. Там мы действительно как-то основательно начинали очень много лет назад. И теперь с любой новой идеей, к которой мы в городском планировании приходим, будь то энергетика, будь то развитие туризма, городская мобильность, те понятия, которые даже для Минска часто являются новыми, в Полоцке уже воспринимаются на ура и всегда открыто, потому что они уже понимают, что в принципе инновации и новые подходы это всегда хорошо. Ну, с этой точки зрения, я думаю, что в принципе стоит заниматься и думать, когда мы говорим про урбанистику и про городские пространства, как раз таки о малых городах, потому что мне кажется, что в малых городах как раз таки существует вот этот душевный подход, вот эти маленькие пространства, существуют группы местных жителей, которые заинтересованы что-то менять. И на этих маленьких пространствах как раз таки легче обкатать какую-то идею или что-то опробовать.
и реализовать впоследствии эти идеи. И мы уже сталкивались с тем, что вот теория малых дел, да, когда начинаешь с какой-то маленькой инициативки, привлекаешь маленьких людей, а потом со временем, опять же, при помощи местных средств массовой информации, это движение какое-то начинается бурление, и все больше и больше людей присоединяются к той или иной инициативе, вытекают какие-то новые проекты, новые какие-то инициативы, новые люди подключаются. Ну, то есть не все так плохо в местных городах. Я думаю, что на локальном уровне нужно работать, потому что там абсолютно живые люди, абсолютно встречаются живые люди, в том числе в местных властях, которые готовы что-то менять. Ну, то есть думаю, что не так все плохо с точки зрения местного развития. Можно добавить, что, конечно, я сама из Минска, и я когда стала делать шоу «Город», там, где участники из, должны писать сцены со всей страны, у меня был такой синдром столицы, то есть сейчас, ну давайте, что у вас там. Вот. И для меня было огромным удивлением и, ну сказать, это было такое приятное удивление, то, что есть очень много людей, которые хотят жить в маленьких городах, они не хотят приезжать в Минск, и они готовы что-то сделать. И на самом деле, ну, минчанам, ну, то есть в первую очередь, кажется, шоу «Город» не для регионов, да, оно для минчан, чтобы показать, что, ребята, вот смотрите, в городе Каменец, да, или в городе Браслав, где 8 тысяч человек, они смогли сделать то, что в огромном многомиллионном городе возможностей, да, вы не сделали. Вот, то есть, мне кажется, иногда в местных, ну, то есть в маленьких городах там больше сформировано сообщество жителей, потому что там вообще все друг друга знают, и там это проще делать. И, собственно, именно регионы должны стать примером для Минска, что так нужно развивать. Ну, так и есть. По многим очень направлениям, например, с городской мобильности, да, по энергосбережению, например, по туристическим каким-то направлениям. Очень часто, когда наши эксперты местные, локальные приезжают в Минск и общаются со своими коллегами здесь, в Минске, очень часто задают вопросы как раз-таки минчане, как вы сделали это, как вы сделали это. Конечно, с другой стороны, Минску гораздо проще. Здесь люди масштабами большого города всегда думают и как бы более в индивидуальном. Они не ассоциируют себя в такой степени, как жители малых городов, с этим маленьким городом. Да? И, может быть, нету такого большого желания что-то у себя на месте поменять. Поэтому я вот и говорю, что с точки зрения каких-то инноваций, когда ты приходишь, рассказываешь какие-то новые идеи, там, ну, очень часто получается такой отклик, и люди действительно готовы больше шаги делать по сравнению с Минском, что в Минске, например, невозможно было вообще, в принципе, подумать о этом. Я бы еще, Иван, хотела, чтобы вы немного, может, рассказали всем, кто собрался здесь сегодня, по примеру этого антикружного фестиваля в Полоцке, который вы делали, и о тех результатах, которые вы можно достичь, да? Ну да, вот у нас один из проектов, который есть, он касается, называется «Горсвет». Это энергоэффективная модернизация уличного освещения в городе Полоцке. В принципе, у нас там это достаточно такой большой проект, в котором запланирована замена освещения уличного на где-то в половине города на энергоэффективное, плюс еще замена полностью всей декоративной подсветки в городе Полоцке, так как это музей-заповедник и так далее. И мы когда подходили к тому, что мы начинали реализовывать этот проект, в принципе, это в качестве индикаторов у нас стояла замена там 900 светильников, 1200 светильников декоративной подсветки, там 200 столбов и там самонесущие кабели. Это все, в принципе, такая инфраструктурная составляющая, которая должна была поменяться. И город, как бы, жители, как бы, которые стандарты минимальные освещения, они выполняются, и жители, как бы, должны были быть довольны. Но мы на стадии реализации, опять же, вовлекая местных жителей, проводя опросы и проводя обсуждения общественные, выявили такую интересную идею, что когда мы спрашивали, вы хотите, чтобы ваш город был просто хорошо освещен и более безопасный с точки зрения освещения был, или вы хотите из города сделать более привлекательный город в имиджевом плане, в вечернее время, чтобы там оставались туристы, чтобы вы могли отдыхать, прогуливаться по улицам, чтобы городские пространства стали более живыми именно в вечернее и ночное время. Чуть-чуть с большим, как бы, менее разделились, но, например,
местные жители, городские власти в большей все-таки степени высказались о том, что они не просто хотят поменять лампочки там, они хотят действительно из города сделать более привлекательный город с точки зрения посещения, туризма, отдыха и так далее. И для того, чтобы это реализовать, как раз таки вот при помощи урбанистической платформы, студенческого архитектурного форума Полоцкого университета мы провели студенческий архитектурный форум «Арт-просвет», архитектура просвет. И опять же, да, у нас инициатива эта исходила от Полоцкого университета, то есть это как бы местные жители, которые сами захотели что-то сделать, мы им просто предложили тематику использовать городское освещение, декоративная подсветка. И привлекая вот людей как раз таки профессионалов из Минска, студентов из всей республики, большинство из них были из Полоцка, Новополоцка, для Полоцка разрабатывались концепции декоративного и уличного освещения в жилых кварталах, на памятниках архитектуры, в основных туристических пешеходных прогулочных зонах. И мы сами не ожидали, что в результате как бы выльется это в очень классные концепции, которые студенты разработали в течение недели в рамках этого форума. Интересный опыт, с одной стороны, для профессионалов, с другой стороны, для университета, с третьей стороны, для самих студентов, так как человеческий потенциал повышается. Но самое удивительное, что все те идеи, которые были предложены студентами в течение этой недели, были полностью восприняты городскими властями для идей, для декоративной подсветки. И сейчас на стадии создания проектно-сметной документации эти концепции входят в часть технического задания. То есть, в принципе, такие вот формы работы, они очень хорошо воспринимаются на всех уровнях, как бы и жителями, и властями, и так далее. То есть их действительно в регионах нужно внедрять. Такой опыт, я думаю, восприниматься будет и другими городами. Я еще хотел добавить малый городок, да, очень согласен, что малый города это, в принципе, наверное, неплохой фронт работы, в том плане, что чем дальше от большого города, тем менее заметно все происходит, и можно добиться каких-то малых результатов в малых городах, вдали от небольшого города. И думаю, наверное, с малыми делами то же самое, когда какие-то малые дела они пока еще не выросли до определенного масштаба, то они не привлекают определенное внимание и шанс результаты достичь. Не считаете ли вам это? Раз уж взяли слово, давайте... Вопрос. Вопрос. Я не успела. Без вопроса сложно. Вопрос был про городскую среду, потому что, мне кажется, архитекторам в этом плане, с моей неорганизационной точки зрения, немного трудно, да, чтобы что-то построить, может уйти не 5 лет, а чтобы это достроить, может быть еще 5 или больше. Мы говорим сейчас о здании? Мы говорим о здании, да, в городе, да. Или мы говорим о каких-то общественных пространствах. Все это не дело 5 минут, не дело 2 месяцев. Так вот, часто все, даже когда какие-то делаются проекты, не связанные с созданием в материальной форме чего-то, говорят, так а что, чего вы добились, что вы сделали? И слышите ли вы такой вопрос как архитектор, и как вы вообще думаете, можно ли в городе что-то изменить вот здесь и сейчас? Так, а вопрос в чем, слышу ли я упоры? Ждут ли от вас быстрых результатов? Меня нет, да. я не жду результатов, лично от меня точно. Вот, конечно, постоянно, когда я захожу на форумы, почитать форумы про архитектуру и про строительство, конечно, меня немножко, я грущу из-за довольно низкого уровня дискуссии, который получается. Мы часто говорим о том, что нужно все вместе обсуждать проблемы города, нужно обсуждать архитектуру, но, к сожалению, это, конечно, мое субъективное мнение. Я всегда говорю, что мое мнение всегда субъективное, никогда не претендую. Если интересно, можно послушать. К сожалению, я должен сказать, что, по моему мнению, на данный момент люди не совсем готовы к дискуссии на тему города. То есть, может быть, даже еще прежде чем начать дискуссировать, нужно еще эту дискуссию как-то организовать неким таким образом, чтобы она была эффективной и, по крайней мере, мы хоть поняли друг друга. Потому что вот недавно там мы касались проблем там Сухарева там строят какую-то промышленную зону, там вчера на русском телевидении была передача даже по этому поводу. Не то, чтобы я смотрел, я просто рассказывал. Не подумайте, да, это правда. Но он уже спалился. Но по сути,
Мне кажется, что пока в целом у жителей не сформирована собственная система ценностей, они не могут предъявить адекватные требования к профессионалам. Потому что, мне кажется, люди сами еще не совсем разобрались, что им нужно. Потому что, с одной стороны, им нужно хорошее комфортное жилье, с другой стороны, им нужны дешевые панельки, которые можно хорошо, легко накопить, за которые можно легко заселиться. С одной стороны, они не хотят, чтобы убирали парки, но с другой стороны, не хотят развитую инфраструктуру для шопинга и развлечений. Кино, купить там маечку, съесть бургерчик, да, но парки при этом сносить нельзя. То есть дома, где строить нужно, парки при этом сносить нельзя. То есть люди, они как бы это такие неорганизованный массив информации, который выливается в целом как недовольство горожан некое, это недовольство, оно каким-то образом переваривается теми, кто с ним контактирует. Вот, и в принципе, наверное, до людей, которые вот являются плеерами, игроками, вот, то есть это с теми, кто работает незградно, теми, кто учитель, то в принципе, ну, наверное, это недовольство, ну, оно доходит именно эмоционально, оно вряд ли доходит к инструкции. Ну, по-разному. Вот. Да, когда ты человеку задаешь, где пройти дорожка, он тебе говорит, отремонтируйте вначале яму, дорогой. Ну, как бы, вот это вот немножко так вот, да, немножко оно как-то не попадает. Вот. А по поводу архитектурных проектов, я просто хочу напомнить о том, что строительство очень сильно зарегулированная сфера деятельности. То есть, конечно, нам легко рассуждать с точки зрения, например, IT-сектора, с точки зрения, например, рекламщиков, дизайнеров. Это очень всегда для меня выглядит смешно, потому что, в принципе, очень легко самому себе сделать классную экономическую систему, модель управления у себя в маленьком своем дизайн-бюро, потому что ты со всеми коммуницируешь как хочешь, у тебя нет каких-то нормативов, которым ты должен следовать. Ну, единственное, там согласуешь наружную рекламу, когда видишь на город. Но строительство — это очень сильно зарегулированная деятельность. И по факту каждый шаг, который ты делаешь, он связан со многими участниками этого процесса. Не только с государством, но еще и с эксплуатирующими организациями. И очень тесно связан с заказчиком. А заказчик, в свою очередь, очень тоже тесно связан с государством. Очень часто. Вот. И надо понимать, что чтобы достичь какого-то эффекта, то все элементы этой системы управления деятельности, они должны соответствовать определенному уровню. И тут начинается такая проблема, что если ты хочешь быть архитектором, создавать объекты хорошего качества, то тебе приходится заниматься образованием всех участников процесса, и не всегда это получается. Вот в чем дело. Это всем знакомо. Но самое главное, что не всегда ты можешь, не всегда даже будучи хорошим профессионалом, специалистом, не всегда ты можешь попасть в такую ситуацию, когда это будет востребовано. И это уже как бы такой, уже начинается вопрос скорее вот о ценностях, о политике. Это все равно все утыкается немножко в более глобальные вещи. То есть, поэтому мне немножко сложно представить, что с помощью, например, постройки зданий каких-то можно изменить. Ну, наверное, я, конечно, выступаю за реформы. Я не думаю, у нас, конечно, немножко, мне кажется, формат дискуссии, он не предполагает обсуждение неких вопросов управления городом. У нас все-таки формат дискуссии связан, наверное, скорее с техническими вопросами, как можно обустроить среду и так далее. Проговорим, да. Но мне, например, кажется, что конечно, то, как это сейчас работает, да, допустим, сильная вертикальная замкнутость, да, власти, то, что город тоже, он и законодательство в сфере строительства, он очень сильно замкнуто, вертикально, назовем это так. Вот. И то, что многие принципиальные решения, они принимаются тоже и эмоционально, и бывает непоследовательно, и плюс некая атмосфера, допустим, страха для тех же чиновников, потому что чиновник боится больше, на самом деле, себя вызвать. Да, он боится вызвать на себя гнев, сказать, тех, кто его назначил, чем гнев тех, с кем он работает, скажем, да, потому что это самое страшное, да, скорее всего. То есть эти все факторы, они ведут к тому, что в рамках этой системы управления невозможно автоматизировать этот процесс по благоустройству города. Это все время будет какое-то такое тушение пожаров, когда мы там кто-то на собственной инициативе, на личном
силе воли продвинуть какой-то объект, но мы не придем к тому, чтобы система работала в автоматическом режиме. Да, не нужно было бы каждый раз задавать вопрос, там, вот, что происходит. Когда все было бы понятно, что происходит, это было бы просто работа. Да? Мы пока к работе не пришли. Мы пока все еще находимся в состоянии самоопределения. И это касается людей, которые в городе живут, это касается и профессионалов. Потому что, опять же, начиная работать, ты становишься частью системы, это уже твой личный выбор. Ты эту систему как бы адаптируешься под нее, не адаптируешься под нее. То есть как ты себя ставишь в эту ситуацию. Это тоже как бы такой очень. Но тут очень хорошая Я тема. бы не Да. согласился тут с Иваном. По поводу зданий или объекта можете поменять вообще систему в целом. Потому что у нас вот в Полоцке как раз таки проект по городской мобильности, там, где планируется велосипедная дорожка первого периода. Жители высказались, определили при помощи общественных обсуждений, где эта дорожка должна пройти. Собрали рабочую группу, которая представители ЖКХ, дорожные службы, ГАИ и прочие такие вещи, городские власти. Ну и определили, что да, окей, делаем эту дорожку, начали смотреть, как ее на определенных участках сделать, помечать, разметку сделать и так далее. Столкнулись с тем, что в определенных участках эта велодорожка там проходит, она выходит на проезжую часть, что соответствующим образом сразу же влечет за собой согласование ГАИ, притом не местными, а областными. Местные гаишники, конечно, говорят, что нам это не надо, мы не знаем, мы этого боимся, кто будет сидеть, мы за это не отвечаем. И кого-то точно посадят, да. Ну, хорошо. Опять же, говорим о том, что должны быть люди, волевое решение, которое принимаются. Едет заместитель председателя райисполкома в областной ГАИ. Там говорят, да, интересное, конечно, предложение, но мы тоже сидеть не будем и так далее. Им приходит, да. При этом проходит неделя, и начальник областного ГАИ созывает всех представителей местных отделов внутренних дел, говорит, вы не выполняете показатели по велодорожкам. Ну не важно, да. Это все система. Такая же самая проблема, например, или такие же самые вызовы стояли перед минскими властями, когда они наносили велодорожки, которые здесь. Здесь тоже есть участки, которые выходят на проезжую часть. И Минская ГАИ согласовала эти участки и взяла на себя ответственность. Опять же, теперь вот областные ГАИ, когда рассматривают эти вопросы, они смотрят как раз таки на опыт Минска. То есть если в принципе, даже в существующих стандартах, в которых в принципе никто очень сильно глубоко не разбирается, появляется какой-то один прецедент, который говорит, что это можно сделать, в принципе это работает, то другие начинают за ними подтягиваться. Где-то в принципе такое, не в принципе, а такая практика она существует, потому что все равно люди, которые на местах работают, они все равно ищут все возможности, где бы посмотреть, если кто-то что-то делал, что-то подобное. Можно я? Да. Ну, мне кажется, что Иван здесь Иван Иванович. То есть, представитель фонда интеракции говорил немножко, что сейчас интернизируется этим, да, а вы больше говорили, наверное, вот прям здание в здании, да, то есть наше строение. Нет, я как раз хотел дать комментарий, что все-таки, когда мы говорим о конкретных, например, частных проектах, мы говорим о технических решениях. Все-таки мы говорим о том, что как бы вот, допустим, сделали, посмотрели, сделали так. У меня, например, несмотря на то, что вы вроде как меня профессионально должны беспокоить, меня как раз, я не считаю, что проблема в технических решениях. Технические решения, ну, то есть при желании, не проблема пригласить специалистов, которые из рубежа. Так делали у нас часто, так скажем, в истории нашей, да, чтобы они показали, как уже сделано, и сделать так же. То есть я не вижу при существующей возможности обмена информацией, не вижу проблему в вот этих анализе возможностей технических решений. Я именно вижу проблему другого немножко характера. Готовности принять. Да, потому что мы на этом большую часть времени теряем, а не на то, чтобы эти распрацовывать технические решения. Ну, а я бы хотела немножко добавить такую историю, что все-таки, когда идет инициатива там, развития городов, да, вот ну, там, да, очень такой был яркий пример с ледовыми дворцами, что сейчас мы построим везде ледовые дворцы, и сейчас все будут там, сейчас у нас будет флот, кстати, да? Сейчас мы везде построим отели, и у нас сейчас туризм, да, то есть как бы здание, само по себе, бизнес-центр, отель, ледовый дворец не решает, не является как бы способом развития города. Да? То есть нужно как бы сначала создать спрос на ледовый
чтобы потом был как бы как результат, да? То есть у нас немножко идет подмена понятий и как бы такое очень наивная социальная история. Буквальное мышление, такое материалистическое Вот, ориентирование. да, ну как бы, но оно не работает на городское развитие, оно даже ему мешает, и ну, как бы все становятся грустными, а грустные люди ничего хорошего делать не хотят, да, они хотят так и хватать. Просто проблема и решение даже этих технических всех проблем и строительства дворцов состоит в том, что у нас, в принципе, города, они не подходят с точки зрения стратегического планирования, вообще не существует такого понятия. Есть генеральный план, по которому движется город, но это больше для архитекторов, в принципе. Ну, это именно план. Да, не это план, это план. не стратегия. И решения не принимаются спорадически. То есть максимум, на что город планирует свое развитие, это на год, потому что от него требуют вышестоящие органы с точки зрения планирования бюджета, сколько ему выделить трансферов из областного бюджета на решение каких-то проблем. А так, чтобы продумать, в каком направлении строим мы какой-то дворец, строим мы парк, благоустраиваем какие-то дорожки, велосипедные строим и так далее, это ни у одного города, может быть, кроме Минска, не прописано. Сейчас начинается процесс, когда на областных уровнях принимаются стратегии регионального развития. А на местном уровне, но это такое очень таком зарождающемся состоянии находится, и действительно, пока вот эти вот даже стратегические моменты не будут продуманы, мы постоянно будем сталкиваться на том, что вот такие вот инициативы по велодорожкам, по каким-то местным по пространствам каким-то маленьким, постоянно будут натыкаться на кучу вот таких вот технических проблем. У меня есть вопрос небольшой. Мне кажется вообще, что я понимаю, что, может быть, опять же, неправильно истолкую немножко, но направление само. Но мне кажется, что, может быть, как раз назовем это теорией малых дел или теорией получилось, и теперь смотрите, как это может быть, что вот как раз таки это может сдвинуть немножко вот эту, не то что глыбу, а гору, да, когда нету технических условий, нету материалов. То есть мы все помним, как строилась националка, да, когда не было буквально там ничего. То есть стекол не было, того не было, сего не было, откуда привозили, никто не знал, чем делать, чего делать, и так далее, и так далее, да. Построили, окей. Потом появился опыт с Калиной компании, да, которая сейчас банка. Я к чему это все вспоминаю? Потому что, может быть, как раз, если есть один президент, второй президент, третий президент, вы с ним приходите, чиновники, самое главное, люди начинают к этому привыкать, воспринимать это как нормальное, может быть, так пойдет быстрее, нежели мы начнем говорить: так, ребята, у вас должен быть генплан, хотя это неправильно, должен быть не генплан на самом деле, а стратегическое развитие города. Какое стратегическое развитие города, если у нас своего генплана еще нет, и мы еще его не хотим делать? Может быть, ну, у малых городов, да, у Минска есть, да, у малых городов все нет. Слава Богу, слава Богу. Но так или иначе сдвинуть вот эту глыбу невозможно, потому что у нас нет тех требований, у нас нет специалистов, у нас нет того, у нас нет всего. И тут приезжаем мы, или из Минска в Полоцк, или из Полоцка в Москву. Ребята, мы это давно уже сделали, да, это было не по стандартам, там все технические специалисты в ужасе, но это работает, это классно выглядит, всем нравится, и вот там еще, там сделать и там еще. И тогда в четвертом городе, может быть, тут уже начинает задумываться, что... Я даже больше скажу, что я извиняюсь с вами, что после того, как Полоцкий такой опыт накоплен, другие города уже сами к нам приходят и говорят, ну тоже так хочу. Я к чему это все вспоминаю? То есть они готовы к этому. Потому что, может быть, давайте идти тогда, тут как раз теория малых дел, или малых форм, или малых феноменов, она как раз таки может сломать эту структуру все. И всю эту парадигму, которую, кажется, вообще ничего никогда не сломать. Вспомните, что было 10 лет назад с отелями, вообще никто не думал. Вспомните, что было 5 лет назад, или 3 года назад с отелем. Боже, класс, открываются отели. Сейчас мы уже задумали, что типа, слушайте, а нахрена вообще эти отели, если туристов нет? Ну, в общем-то, скорее всего, туристы будут тоже приезжать, и уже строящиеся или там пустые отели, они тоже как бы глаз мозолят не одному чиновнику. Ну, визы же от меня, Они не принадлежат чиновникам. Еще не убили. но уже практически. Но еще чуть-чуть. Я с вами согласен насчет того, что можно сделать пилотные проекты. То есть теория новых дел звучит, может быть, не лучшим образом, потому что для меня цель. Ну да, то есть это пахнет такими скамейками во дворе. Сектантство, но есть просто понятие пилотных проектов, и, конечно, естественно, что любые вещи сначала демонстрируются в небольших случаях, и это важно не только для того, чтобы там показать, потому что нужно изучить, потому что опять возвращаемся к проблеме здравого смысла. То есть отели нужны, не нужны.
честно говоря, не ваше дело, они строят за частные деньги, там вопрос приоритетности участков, конечно, отдельный вопрос, но вот это обсуждение на форумах, типа, нужны отели, честно, расслабьтесь. Ну, как бы, и почти никакие из отелей не были построены за государственные деньги, за эти деньги были построены какие бюджетные отели. Я думаю, что они как раз самую высокую заполняемость. То есть нас просто не должно волновать, откровенно. И в принципе, ну, вот как должны быть. И вот еще момент, который бы хотелось поднять, что нужно перестать от этого мышления, да, а что нам сделали, или там, вот не сделали, это большая проблема, потому что в разрез с большим ходом дискуссией это вот посмотрим, что нам сделали, да. Ну, вот это такое пассивное ощущение себя такого омываемого, да, происходящего, оно такое очень непродуктивное на самом деле, да. То есть нужно с этим справиться. Я еще добавлю, что касаемо того, что говорил оба Ивана, они тоже правда зря был знаком. Потому что, конечно, с одной стороны, проблема в институциональной негибкости, то есть, да, было бы хорошо, если мы могли больше объем власти отдать людям, чтобы они сами разбирались, и это было выгодно государству, потому что никто бы не пилил жест, как бы все, вот твой дом, вот вас там 70, разбирайтесь, вот ваш участок, хотите, арендуйте его под платную парковку, за этот счет делайте как бы капремонт. Потому что, ну, в идее капремонт есть все признаки финансовой пирамиды, никогда не было никаких этих денег, да. Кому-то, может быть, повезет, но это невозможно, это не больше. Ну, все, что ждать выигрыша в лотерее, это ансистемия, так не бывает, не будет никаких ремонтов. Так системно это невозможно. Да. То есть должно быть замкнуто. Вот есть группа людей, которые владеют домом, они думают, как его содержать. Да. Государство совершило стратегическую ошибку, там, не отдав людям дома в 90-е, когда все были нищие, расслаблены. Сейчас, конечно, никто не хочет брать. Да, то есть проблема, что как бы вот с одной стороны это мешает жителям и различным бизнес-сторонам и НГО развернуться, да, то есть они скованы тем, что они вынуждены консультироваться с какими-то третьими лицами, не выдающими информацию. То есть это огромный геморрой для тех, кто этим занимается, потому что почему у меня там дом протекает, еще что-нибудь, ну, или там с ума сойти, там, если я хочу не 20-40% коммуналов, как площадь получилось, да, то есть есть очень много таких нездоровых перекосов в обе стороны, на самом деле, да, и как бы корень проблемы не в том, как бы, кто в итоге не прав, государство или неблагодарное житель, потому что, в принципе, должно быть переорганизовано более гибким образом, да, то есть больше должно быть взаимодействия. И максимальное число вопросов, которые в итоге является, как бы, кто страдает или выигрывает от этих решений. Да? Так получается, что какие-то третьи лица принимают решения. Они от них страдают, они от них выигрывают. Да, они страдают, потому что кого-то ставят на переходе или выигрывают, потому что там приходит налоги, да, но эта логичность, она очень много мешает не то, что происходит, но снижает нашу итоговую продуктивность. Ну, это... Можно я? Да, Хочу просто еще, чтобы все успели высказаться по нескольким вопросам. Тему как раз и институциональной негибкости, того, что люди не знают, чего хотят. Вот многим в глобальном сообществе видится решением в автоматизации разных процессов. Там можно сделать какую-нибудь платформу, создать там опросы для горожан, они будут отвечать, и если потом вдруг кто-то чем-то недоволен, мы покажем, смотрите, вот 75% там горожан сказало, что мы будем это, 30% не согласились, ну, большинство сказало да, меньшинство сказало нет. Или когда автоматизируются какие-то процессы городского управления, да, например, когда мы говорим про негибкость, создаются какие-то системы управления, когда условно или городские запросы сортируются по тегам, попадают разным чиновникам, они там обязаны отвечать оперативно, да. Или когда, вот опять же, там, в Минске сейчас пример с коммунальными службами, когда создаются сайты, ты оставляешь там свою жалобу, и тебе на нее тоже оперативно ответить нужно. Так вот, хотелось бы услышать от всех вас. Как вы думаете, могут ли вот эти решения стать ответом на какие-то вопросы? Могут они стать каким-то шагом там, в будущее и шагом к изменению наших городов? Тут, наверное, история про лайки Капкова, да? Так как я знаю, что ты работала в Москве, да? Знаете историю про лайки Капкова, когда, собственно, глава департамента по культуре Москвы на своей странице в Фейсбуке объявил то, что если вы меня, собственно, отметите, напишите о проблеме, меня отметите, да, если я сочту, что эта проблема важная, я поставлю лайк, то эта проблема будет решена в течение недели. Вот, и лайки Капкова работают. То есть это было настолько удивительно, но если мы вспомним Антона Анатольевича к мэру,
назовем его так, председателем Минского городского исполнительного комитета, а не фамилию, должность, которая не является выборной, то мэр сказал, что он ничего вообще не хочет иметь с социальными сетями, да, то есть и он как бы сразу дистанцировался от людей, то есть от народа, да, и когда власть сама дистанцируется от всех горожан, да, то есть, ну, даже не знаю, что сказать, вот, если у нас лайки шорца, я думаю, лайки в Одноклассниках, да, вот. Но, например, Petitions Body в целом работают неплохо. Я надеюсь, что они, ну, пока эта система жалобная, то есть у нас все-таки есть такой стереотип, опять элемент доверия, что у нас есть сайты и порталы, которые, можно жаловаться, еще одна форма жаловаться, да, не то, что как бы мы хотим решить эту проблему, да, то есть вот, не платформа, где там приложение «Мой двор», да, где я могу позвать соседей, кто-то ложится времени, кто-то деньгами, кто-то доской или материалами, у нас, еще одна история про жаловаться. И я напишу петицию, я напишу жалобу, все, всем будет плохо, да, кому-то постучат на шапке и кого-то уволит начальник, да, как вы говорили. То есть здесь нужно как-то соблюдать эту грань, и если бы у нас появились какие-то истории, где можно было не только жаловаться, а предлагать что-то и что-то делать, и если кто-то поставил много-много лайков, платформа молока есть, можно это ставить. Это было бы, конечно, хорошо. Но сколько должно пройти времени, и, во-первых, чтобы у нас появилась выборные должности, и власть немножко стала лояльной к социальным сетям, да, и не знаю, сколько это. Ничего, хочется вас немножко разочаровать по поводу лояльности, по поводу доверия. Я не помню, где-то прочитал, не помню, кто замерял, но помню точно, что в Западной Германии после войны Второй мировой замеряли доверие между гражданами. Около 80%, если я не ошибаюсь, ну то есть это как пример, да, то есть не буду отвечать за четкость и за корректность цифр, но как общая тенденция. Около 80% немцев заявили после войны, что они не доверяют друг другу. То есть сосед не доверяет соседу, там, условно, мать не доверяет, ну не мать, а там, двоюродная сестра не доверяет там, еще кому-то и так далее, и так далее, и так далее. После того, как был проведен или воплощен в жизнь план Маршалла, ситуация изменилась кардинально. То есть прошло около 15-20 лет. С тем же вопросом обратились к жителям Западной Германии, и приблизительно те же, если не больше, процент людей ответили, что они чуть ли не полностью доверяют своим соседям. То есть понятно, что можно проводить тысячи теорий, тысячи пояснений, почему это происходит, но мне кажется, тут на поверхности достаточно все лежит. То есть когда ты голодный, когда ты унижен, оскорблен, то сложно говорить о том, что ты будешь кому-то доверять. Да? То есть ты чувствуешь в человеке волка, в первую очередь, а уже потом, наверное, соседа или родного человека. Мне кажется, это, по крайней мере, нужно держать нам в голове. Думаю, что Шориц ответил на только так не просто потому, что он вообще не приемлет Фейсбука, да, а просто потому, что он, видимо, такой гласный, негласный, сознательный или бессознательный рупор большинства людей, большинства минчан. Ну, нашим с вами родным, большому счету. Ну, сколько ж лет все друг другу не доверяли, да, все находились в каком-то шаг вправо, шаг влево, можно это сделать нельзя, а что мне за это будет? Что нашей жизни в системе Вселенной, понимаете? Что эти 20 лет? Они же вообще ничего. Опять же, как бы возвращаясь к теме, что мы еще формируемся как нация белорусская, это еще тоже нужно ощущать и как бы понимать. То есть поэтому как бы преодолевать вот это достаточно сложно. Но здесь можно вот как раз здесь хорошо ложаться как раз инициативы, будем называть низовые инициативы, нежели теория малых дел, да? Когда идет инициатива снизу и снежный фонд захватывает. Мне кажется, вообще, может быть, стоило то, что, Надя, вы сказали правильную тему, мне кажется, по поводу того, что вот эта болезнь жалобы, да, ведь она тоже идет из-за того, что у нас характер такой мерзкий в Беларуси, а просто из-за того, что мы чувствуем себя униженными и оскорбленными. Постоянно, везде, всегда, и нам нужно на ком-то отыграться. Да? Ну, это нормальное вообще желание человеческое, нормально. Только в других странах его чуть поменьше бывает. Хотя, кстати, вот если сравнивать с поляками и с литовцами, там тоже еще свои темы по поводу вечного недовольства. Мы говорим про себя, так что давайте за себя отвечать, да? То есть вообще, как бы, если попытаться
систему эту не то чтобы поменять, но хотя бы дать больше примеров того, как человек может менять жизнь позитивно, да, от позитива, а не от негатива, условно. Чиновник там взял на себя ответственность и решил провести эти дорожки, или гаишник, по дороге. Ему лучше лайков, пускай он увидит 1000 миллионов лайков, да. Мы про это пытаемся рассказывать, да. Но это не всегда получается. Примеров мало, на самом деле. Ну, еще я немножко чуть-чуть влезу по поводу чиновников. У нас, на самом деле, там в рамках проекта «Город», то есть мы не столкнулись, хотя я прям очень боялась, на самом деле, того, что сейчас нам ничего не будут согласовывать. Вот, ни одного проекта не было проблем с согласованием. Вот, и они даже были рады. То есть в Бобруйске площадку для альтернативную спортивную площадку макет делал главный архитектор города Бобруйск при помощи бывшего главного архитектора города Бобруйск. То есть это было настолько удивительно. И на самом деле это есть такой элемент воспитания. Вот кто занимается маленькими городскими проектами, очень важно подойти к чиновнику и рассказать, смотрите, потому что он не знает. Ну, здесь такой должен быть элемент просвещения не только как бы общества, да, а элемент просвещения чиновников, потому что они сидят, у них просто много дел, у них вот все заняты, да, и никто не приходит к нему, не рассказывает, что так можно было, а потом у нас любимая наша история, а что можно было, да, вот, когда уже поздно. Вот, поэтому здесь, наверное, к тому, могу ли я что-то изменить, да, если вы что-то делаете, пытайтесь каким-то образом, не знаю, вступать. Это требует очень много терпения, очень просто терпения, диалог с властью и немножко... Я бы хотел тебя поддержать в вопросе, потому что мне тоже немножко всегда обидно, я очень часто слышу от некоторых архитекторов, активистов, что они неплохо контактируют даже с чиновниками. Да? Я, честно говоря, тоже не очень понимаю, то есть я видел такие примеры, например, многие там практикуют образование в ГНТУ, например, что факультет, там еще не происходит, там плохое образование, ну, понятно, что там история развалена, да, понятно, там нет классных компьютеров. Но, с другой стороны, все эти архитекторы, которые очень себя считают хорошими архитекторами, заканчивали этот курс. Честно говоря, это получается как немножко странно, да? Да, диссонанс. Ну и то же самое с комитетом архитектуры. Я тоже по своему опыту скажу, что там, правда, есть проблема. Проблема же не в том, чтобы получить поддержку, а проблема в том, что в процессе реализации начинаются всякие нюансы, и один вопрос получить поддержку, другой вопрос довести до конца, чтобы те задачи выполнили, которые ставят. Потому что неожиданно, может быть, оно превратится, все трансформируется в процессе, и кажется, что задачи-то были разные. И согласие дали потому, что думали про другое. Вот. Ну да, я лично тоже не сталкивался с тем, что люди, такие же люди, они открыты к общению. У них, конечно, у всех профессионалов есть искажение профессиональное, скажем так. Ну, у врачей есть, да, у архитекторов тоже, у логистов, наверное, есть, у человека тоже, да. Вот. Ну, да, поэтому я очень поддерживаю, что нужно мотивировать себя на общение с людьми, которые реально могут принять решения, и к этому отталкиваться. Но это не сразу. Поэтому... На самом деле тут и ничего придумывать особо нового не надо, потому что везде, в принципе, не только в европейских городах, но и в Москве вот существуют так называемые open data порталы, на которых действуют в реальности принципы социальной подотчетности властей, так называемые. На этих порталах публикуется полностью вся информация и по состоянию, проблемным зонам, и по тендерам, и по принятию решений, и по размещению детских площадок, и так далее, и так далее, и так далее. То есть эти порталы, они в принципе это нормальный подход уже, когда не просто каждый житель может посмотреть, в каком состоянии там коммунальная сфера находится, посмотреть, показания счетчиков на свой подъезд и так далее, и так далее. То есть полностью собрана вся информация по состоянию города, городского хозяйства, жилищно-коммунальной сферы. Просто я хотел сказать, что вот эти вот жалобы, да, к сожалению, на стране, это единственная форма, когда человек в каждом городе, это единственный механизм для него донести до властей свою точку зрения на определенную проблему городского развития. Поэтому она воспринимается таким образом, и все пускаются вот в эти жалобы. Ну, по сути дела, да. С другой точки зрения, я хочу сказать, что жалобы, они для чиновника являются огромнейшей головной болью. И они в том числе стремятся тоже вот этот вот
сделать так, чтобы этих жалоб было меньше. Но Уменьшить поток. да, но они в свое время не понимают, что, то есть как бы все, о чем они знают, как уменьшить жалобы, это как-нибудь скрыть, затаить, как бы не показывать и так далее. И со временем вот мы сталкиваемся тоже с тем, что особенно сейчас, например, когда дорожают жилищно-коммунальные услуги, когда начинаются проблемы, когда люди начинают реально своим рублем платить за то, что они потребляют, у них возрастает все больше и больше протестные вот эти вот пожелания, что они недовольны качеством за то, что они платят практически по полной стоимости. В то же самое время у ЖКХ отсутствует или у городских властей отсутствует вообще механизм, каким образом донести, как формируются эти тарифы, почему вода, например, такая дорогая, каким образом она потребляется и так далее, и так далее. То есть здесь просто, в принципе, мы пытались в Полоцке каким-то образом рассматривать эту возможность, просто вот этот вот Open Data портал, который желаем и для жителей, и для местных властей, в принципе, все согласны. Ну, единственное, что там как бы, да, вопрос просто IT-технологии современные, они позволяют этот вопрос где-то наполовину урезать, потому что более эффективно решаются проблемы, которые, кажется, для многих очень нерешаемыми. Дмитрий, может, вы тоже что думаете по поводу современных? Я думаю, что тут есть несколько вопросов, которых нужно не терять из виду. Во-первых, да, вот после определенной интеракции есть проблема, то, что есть только негативные каналы сообщений, конечно, нужны позитивные, и да, сетевые технологии позволяют потенциально это создать. Он может быть даже больше, логично, что здесь все-таки больше положительных идей. Но не нужно думать, что автоматически технологии что-то изменят, и есть риск, что они просто маскируют структурные проблемы. Да, то есть, ну, допустим, мусор на лестнице будет убираться чаще, но никакого сообщества он не создадите, допустим, да, то есть есть всегда риск, что в системном смысле такие вещи замаскируют. То есть, ну, как и любая сильная вещь, технологии. Замажем шоколадом. Да, ну это не обман, просто ну, как бы, какие-то проблемы точки должны быть с людьми, да, это не то, чтобы там найти, кто в этом виноват и наказать, просто чтобы увидеть, в чем проблема в структурном плане. И эти вещи могут разместить, они могут выявить ее, могут помочь ее ответить, они могут решить проблему до какого-то времени, да, и понятно, что лучше раньше, чем позже. Я бы тогда, наверное, перед вопросами, я бы уже хотела что-то закругляться, чтобы все успели задать свои вопросы. У меня есть один тоже очень вопрос для всех вас. Вопрос звучит следующим образом. Как вы думаете, что может сделать самый большой вклад в позитивный сценарий городов? Все здесь вы представляете разные сферы деятельности, да, для каждого из вас будет что-то особенное. И я понимаю, что одно увидели очень трудно. Но вот, знаете, как говорят, там, психологи, ну видите, первое, что придет вам в голову. Вопрос, что может сделать наиболее значимый вклад в этот лучший сценарий для города? Люди сами. Ну и никто больше ничего, кроме нас. Причем, когда мы говорим люди, мы не имеем в виду, что вот они, а мы имеем в виду все мы. И это понимание того, что все мы, пока оно не придет, есть, опять же, если придумываем, я не знаю, это правда, неправда, это, или это такой национальный миф про Талаку. Не про Талаку бай, а просто про Талаку. Когда белорусы собирались все вместе и ради чего-то там вместе шли. Если мы хотя бы на таком уровне попытаемся отработать эту тему, вполне может быть, вполне, что-то и получится. А может быть, это окажется реально просто красивым мифом, когда во время там снегопада вышли подъездом всех убрали, расчистили дорожки и забыли о существовании друг друга. Все. Но зато был как бы такой экспириенс. Видимо, все-таки это мы, оно может играть очень хорошо. Я здесь соглашусь, только я вот, наверное, вот есть люди, да, и еще фокус, наверное, в местное сообщество, да, потому что в городе, в котором более-менее развито местное сообщество, какие-то проблемы, может быть, рано и я свой город способен как бы регенерировать сам, да. То есть вот тоже, если брать этот снег, да, то есть где-то что-то поломалось. Все может растаять. Да, ну ладно, не снег. Хорошо, что-нибудь сломалось, да, и как бы, и если это видит сообщество, то они как бы вместе соберутся, починят здесь и сейчас. Они не будут писать жалобы, да, вот, и здесь, наверное,
ну да, надо все-таки люди, наши действия и, ну, наверное, я бы сказала, что для белорусов это будет история выхода из зоны комфорта. То есть вот когда люди выйдут из своей зоны комфорта и подойдут к своему соседу и спросят, а как дела? Вот. А почему мы друг друга не знали? Потому что наши никто друг друга не знает. Сразу с наезда. Да. Вот, то есть люди, которые знают друг друга, да, потому что, например, ну, я сегодня, я знала офицерку Дмитрия, к сожалению. Вот. Я что остальных не знала. Дима, прости. А так могло быть. Вот. И поэтому люди, которые знают друг друга и делают что-то вместе, да, ну, как делать город лучше вместе. Так. Не бойтесь, Господи. Но мне кажется, что вот мы сидим в таком месте, которое иллюстрирует то, что я хочу сказать, что в некотором смысле сейчас у нас есть неплохой шанс. Ну, многие вещи происходят, скажем, вот представьте, если бы мы жили в Варшаве, в каком месте, то вам бы заход, смысл платить еще что-нибудь. То есть у нас есть много кусков города, которые из-за, там, скажем, неповоротливой экономики и планирования, скажем так, не приходят большие деньги и не перелопачивают так начисто. У нас много не окученных огородов. Да, есть достаточно много людей, поколение миллениалов. Это второе по величине поколение белорусов, да, то есть следующее, знаю, нас меньше, предыдущее меньше, следующее больше наших родителей. Вот у нас есть ближайшие 5-10 лет, мы там молоды и активны. И вот так все устроено, что у нас есть свои проблемы, но есть такая вот большая почва, что мы можем делать. Да. И вот если мы активно этим воспользуемся, то можем городской делать. Мы находимся на улице. Мы можем видеть много симпатичного, да, то есть есть такая специфическая странность текущей ситуации, которая, с одной стороны, конечно, не дает развиваться каким-то ситуациям, с другой стороны, это шанс, ну, после нашего времени что-то делать, большинство здесь сидящих, да. И вот какие-то вещи здесь довольно возможны. Мне кажется, что чтобы вот эти люди смогли в город потянуть, скажем, все вместе, главное, наверное, для меня это, как сказать, увеличение масштаба мышления и образовательной работы в этом направлении. То есть это и тоже это в СМИ касается, потому что работа большая всем предстоит в плане образования. То есть это переориентация, ценностная переориентация. Если она будет проводиться системно и у всех будет некие общие точки соприкосновения, то все смогут работать вместе. Да? И они переориентируются именно не с текущих задач там, ежедневных, а именно на достижение этих целей. То это немножко будет, в принципе, другой образ жизни. Наверное, и это будет немножко другой город, если люди в нем тоже станут другие, а не потому, что они что-то даже будут делать. Вот так. Образовательные для местных сообществ это, наверное, самое важное, потому что действительно потенциал. Хорошо, спасибо большое. Очень приятно было вас слушать. Мне, надеюсь, всем присутствующим здесь тоже. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте любому из этих людей. Пожалуйста. Дмитрий Иванович, у меня одразу некоторые питания. Я прошу пробачения, я пойду может быть, не готовы уже встречались. Да, я хотел бы удовольствиться, что такое сцена развития города, да, то есть с чего он складывается, и кто его расфасовывает. Да, то есть, это первое питание. А другое питание, які механізми повинні бути для того, щоб вибрати ліпший сценарій. Ось. І третє питання, яке було якраз таки у анонсі этого мероприятия, да, то есть можно строить внутренние системы на подставе вертикальных систем. Да, то есть, можно вот отказать позитивно на первые два питания, у нашей да, то есть у следующей системы. Да. Я на последний отвечу. Мы этот вопрос вначале затрагивали, я В принципе, вы почти ответили. я считаю, что невозможно активно работать на основе вертикальной системы. Ну, Сингапурский не согласится, но в большинстве случаев, да. Ну,
горизонтальная система в любом случае лучше, потому что она и гибкая, понятное дело. Но то, что вообще в вертикальной системе ничего невозможно сделать, это тоже смысл. Ну что-то делается, Остальные группы. Приходить вовремя. Ну, сейчас, конечно, они формируются, скажем так, во многом частно и ситуативно, и без полного внимания к тому, что из них следует. Механизм. Да. Ну, я не знаю, ну, как бы, ну, вот спросил Шорс, как он считает, каких должен быть город. И вот попробуй, ну, оценить, насколько это связано. Вот попробуй взять, например, сумму законотворческих актов по городу и вот представить, ну, как они собрались. Добре, тогда, кто формует сценарий? Кто такие люди? Люди. Какие? Есть дизайн системы, которая определяет. Да, так вот по то есть какие институции занимаются формированием сценария развития города? Министерство архитектуры, строительства, Министерство экономики. Ну, Кроме державных институций есть? Нет, ну смотри, они, государство дает себе правила игры, там частные актеры каким-то образом действуют. Да. Ну, по сути дела, в рамках систем у нас была, по сути дела, кто вовлекается. Да? Вот мы вносили изменения сейчас в генеральный план города Полоцка. Да? На схему велодорожек, комплексная транспортная схема. И мы попытались, мы создавали специальную общественную рабочую группу, куда изначально привлекали заинтересованные стороны. На самом деле, до того момента, пока человеку не приходит во двор и начинают строить большой дом, в принципе, всем абсолютно как-то по барабану. Действительно, кто вовлекается, это как раз-таки представители сообщества. Например, велосипедисты, да, которые заинтересованы в том, чтобы велодорожки. Или, например, сфера культуры, да, общество потребителей. Вот это такие наиболее активные, те люди, которые представляют какие-то действующие сообщества, они вовлекаются на этом стадии. И могут каким-то образом повлиять, если существует на местном уровне какой-то институциализированный такой механизм влияния на это, и есть восприимчивые власти. А по сути дела никто не влияет. Як это процесс, який ініціює фактично виконком. Да? И совет депутатов. Ну, а совет депутатов не знаю. То есть фактично институция, яка занимается городом, является виконком. Ну, начало. По сути дела, генпланы формируются, по сути дела, в уровне градостроительства. Ну, они по правилам. Да, они... А я на заказ ей бы знал, что будет Да, заказ, конечно, исполнительный. Ну, ты понимаешь, они же тоже реагируют на ситуацию. То есть не найдешь какого-то один локус силы, который формирует. Это не компьютерная игра. Ні, це видатно, як це чудово розумію. Просто мені цікаво, якби, то есть, хто з'являється активним, ну, то есть, хто може виказувати. Є така норма, як, наприклад, там, законодательная инициатива. Да? То есть, законодательная инициатива у нас володает президент и парламент. Да? То есть, кто володает инициативой створения стратегии? Стратегии нет. Ну, Минска, например, я на ЙОСТе, то есть Академия наук проголосовала. То есть до 2020 года есть принято, это официально документы. Вот это как раз таки неправильный подход, когда стратегия развития города формируется Академией наук, а не комитетом, который состоит из представителей общественных организаций, заинтересованных сторон. Ну я не вірю знову ж на замову виконавчої влади. Можно мы Да, еще да, я прошу прощения. у нас потом после того, как все закончится, будет много времени, чтобы пообщаться друг с другом. Но я бы еще хотела вот дать несколько вопросов. Вы говорите, что представники из школьности из регионов, из новых городов пропоновали добрые проекты. Чи можна здесь поглядати, можна на яким ресурсі список этих проєктів і особливо ті, які, так думаю, реалізувалися не тільки самі, а реалізувалися. Шоу-город. 17. Город Прозов.бай, 17 проектов из 11 городов Беларуси. Ось Да. Я думаю, здесь что у нас реализованные проекты, да. Посмотрите на нашем на сайте фонда интеракции. який проєкт? Фонд интеракции. Фонд Интеракции. Урбанист.бай. урбанист. Да, пожалуйста.
Иван Медянин, платформа Балакабай. Я вот из дискуссии увидел корень весь проблем городов. В ответе на простой вопрос, кому принадлежат города. Ну, по сути, они принадлежат государству. То есть все практически публичное пространство, там куча инфраструктуры, там, оно так или иначе принадлежит государству. И, соответственно, государство как собственник принимает все решения. Соответственно, вот если говорить про сценарий вообще возможного будущего, я вот увидел там от дискутантов такие, ну, было бы неплохо, чтобы жители больше принимали участие там, в вопросах. Я вижу всего два пути как бы развития. Первое, что начнется как бы постепенное введение самоуправления, не знаю, на уровне выбранных мэров, городов, ну, и так далее. Либо государство останется таким, какое оно есть, никакой местного самоуправления, но зато оно создаст такую мощную информационную систему, где можно будет пожаловаться на любого чиновника, любому чиновнику дадут по шапке, заменят на нового чиновника, ну и будет вот такая как бы ротация, когда власть назначает вот таких крайних, ну и население их так, ну, мочит. Вот. Соответственно, у меня, ну, вот, согласны ли вы с такими вариантами, как бы, утопии, антиутопии, не знаю, и, ну, вот, с учетом вот такого варианта будущего, а что нам с этим делать? Ну, ваши предложения, то есть, что можно... Ну, я лично не очень верю, что власть пойдет на, как бы, отдачу своих властных полномочий на местный уровень. Ну, это вообще политический процесс, а я так понимаю, все как бы гражданские активисты, и больше не про политику, а про именно такие конструктивный диалог. Ну, соответственно, это я вижу как маловероятно. Соответственно, вот будущее это вот как по подобию Москвы, некая информационная система, покрывающая город, все города с обратной связью и так далее. Ну или вот поспорьте со мной. А можно ответить на вот вопрос на жалобу? Вступил в силу закон, 3 необоснованные жалобы, и вы привлекаетесь к административной ответственности. Необоснованные, но власти подведут платформу, что будет необоснованно. Уже заранее есть антидот к... Ну, на каждого по 3 жалобы довольно много. На каждый Ну, яд население есть Беларуси. противоядие. То есть сегодня я 3 жалобы, завтра мой сосед 3 жалобы и так далее. Ну так им не будет возможности работать тогда. Давайте выберем, давайте выберем какой-нибудь маленький город, Давайте город, маленький город. договоримся с местной властью, сделаем им там супер вообще, то есть СМИ, стратегию развития, стратегию культурного развития. Давайте основем. Давайте. Все вот Да. Таиланд. Маленький город будущего у нас будет, там будет классно, будем туда приезжать. Надо средства вкладывать. Я бы говорил, занимаясь архитектурой, если ты идешь на компромисс, ты идешь к тому, что ты не можешь заниматься компромиссом, то есть ты приходишь к этим вопросам, которые вот вы озвучили. Потому что, по сути, ну, несколько глобальных сценариев. Если мы мыслим как бы системно, не говорим о технических решениях вопросов, да, ты приходишь к тому выводу, что, грубо говоря, либо все будет двигаться в одну сторону, либо все будет двигаться в другую. Вот, ну, на данный момент я тоже считаю, что мы сейчас пока не двигаемся в сторону самоуправления. Я так не считаю. Я не считаю, что эти внешние изменения по повышению качества жизни лидинга, потому что у нас появилось больше импортных товаров, они принципиально как-то меняют системную ситуацию, к сожалению. Потому что у нас был период, когда у нас тоже было много активистов, было много творческих людей. Сейчас это другое поколение, сейчас у нас новое поколение активистов. И мне очень бы не хотелось, чтобы потом, через 20 лет, точно так же собиралось бы новое поколение и говорило о том, что вот, нам надо вот сейчас делать, да, и вспоминали бы, что когда-то там были вот такие, вот он там хотел построить, там, не знаю, фонтан, и вот там, значит, не поддержали его инициативу. Кто-то хотел, например, выступить где-то, вот, его там сказали, что мы больше не выступаем. Что касается местного самоуправления, мне кажется, мы не приближаемся, а чуть-чуть отдаляемся от местного Да. самоуправления. Почему? Потому что раньше нам было ничего нельзя, а тут сразу опа, и все можно, да? То есть, ну, образно, да? То есть у нас, как сказать, исполнительные органы власти городские, они не всегда поддерживают, то есть мы даже уже рады, когда нам это разрешили. То
То есть так не должно быть, да? То есть это ненормально. Что? Ну что, согласовали? Мне согласовали, я сам нашел это все, я сам это организовал, я это сделал, мне просто согласовали. Точно как бы мне город, вот мне, ну, то есть в Европе там вообще, то есть, ну, конечно, согласовали, там, а мне город еще дал вот это, и вот это, и вот это. Вот, и, то есть, и мы уже как бы, главное нам, не знаю, не повернуть в этой иллюзии, то, что о, нам все согласовывают, да, как бы, и мы забываем о том, что мы же все-таки не про согласовать, да, мы все-таки про вот, управлять и принимать решения сами, да, потому что все равно мы культивируем эту историю, что решения принимаются там, классно, все, я надеюсь, как-то правильно. Все понятно. Да, все понятно. Еще вопросы? Давайте немного. У меня даже скорее вопрос такое рассуждение или звучание, согласитесь вы или нет. Вот, в ваших рассуждениях раньше можно подытожить так, что, ну, в общем, единственные там, энергичные силы, способные там, к чему-то нас привести, это местное сообщество, которое там начинают инициативы и так далее. Я вот, когда слушаю это, я все время думаю о том, что ведь город это немножко другой тип устройства, чем, например, деревня. Да? И в этом смысле местное, в смысле живущее рядом, в смысле соседское, это не совсем основание города. А дальше, когда вот вы начинаете примеры приводить и так далее, то очевидным становится, что основной там ИМП, да, основная инициатива, основные силы содержатся не в местном смысле соседском, а в сообществах, которые там, сообщество велосипедистов, это не местное сообщество. Это, ну как, это скорее сообщество по интересам, это скорее городские сообщества. И вот мне кажется, что вот это все время это скатывание в том, что это местное, да, мы забываем как раз специфику города. И то, что это не местное сообщество. Это сообщество, которое ну, скорее по интересам, которое сразу, и интерес связан с общим пространством города. Не со своим двором, ну, не всегда со своим двором, а с... И мне кажется, что вот это ну, немного сбивает всякий раз наше рассуждение о городе и о возможностях там развития хотя бы точках развития. Не знаю, согласны вы или нет. Мне кажется, что это сбивает рассуждение всегда о стране Беларуси тоже в изоляции, да, вот в мире. Мы очень часто рассуждаем на Беларуси о географическом месте, часто тоже немножко забываем о том, что мы развиваемся в контексте там, да, еще развития мира в целом. И та же ситуация с этим, я абсолютно согласен. То есть нужна ценностная ориентация этих сообществ, а не объектная, так скажем. Я думаю, что это, это эффект. То есть, конечно, не думаю, что здесь сидящих только за местные против экстерриториальных сообществ, очевидно, что есть разные сообщества с разными целями совершенно. Но территориальные сообщества однозначно нужны, потому что кто должен развиваться границам территории. И логично, что в этом участвуют те, кто там живут на постоянном. Я же тоже, в общем, не в смысле а в смысле скорее акценты, да, когда, потому что масштаб города, ну, там, осмысление города, он скорее будет у тех, кто там, экстерриториальное сообщество, а потом уже, ну, и у себя. Да. Я не думаю, что это исключает сверху свет. Ну, писать сюда, было бы у вас какое-нибудь сообщество друзей Паркова, там, на Грушевке или кто-то на Котовке. Ну, вот, пример территориального сообщества, а через него проходила там велодорожка. Ну, это свободно сочетаемые вещи, друг друга дополняющие. Я не думаю, что это исключает. Я вот хочу поспорить, мне кажется, не было бы сообщества друзей Паркова. Ну, зачем встречаться? Есть такое. Но может они друзья не потому, что может так совпало, что они все живут рядом. Нет, Ваня, друзья не потому, что они все возле парка. Очень легко себе представить, например, сообщество друзей улицы Октябрьской в составе бизнесменов и потребителей этого места, которые сказали, ну что, давайте подумаем, кого нам сюда позвать, давайте подумаем, вместе скинемся там толокой, поставим здесь скульптуру Калдера красного цвета, да. Ну, это очень легко, такие вещи работают по всему миру, основана именно привязка на место. Но они не живут здесь. Они реализуют здесь задачи. Не нужно вообще ни на чем таком живут, но живут, кто-то живет, кто-то работает. Просто, да не важно, есть разные типы сообществ. Далеко, просто они все разные, все хорошие, и все можно эффективно использовать. То есть, мы в этом разбираемся 10 раз были местные, один раз экстерриториальные. Ну и что? Суть в том, что все они есть, все они могут быть эффективно устроены, и сообщество, основанное на той или иной степени работы с местом, очень эффективны, потому что у них
гораздо легче отрабатывается работа с властью, потому что нельзя пытаться там, в виртуальном пространстве там, выяснить, кто там главнее и кто должен жаловаться. Совсем другой вопрос, когда вы конкретно решаете вопрос там, лавочки у подъезда, конкретного парка, конкретной ситуации, конкретного освещения здесь, конкретного перехода там. Вот так это и решается на самом деле. То есть вот так в абстракции, в жизни никому не докажете. Да, так есть разные, есть территориальные сообщества, есть сообщества по интересам. Но тут, понимаете, оно же локализованно действительно оно не противоречит. То есть почему идет вот, я понимаю, как бы ваш посыл, что давайте, может быть, забудем, что... И это на самом деле, вот мне кажется, тоже какая-то облуда такая, да, когда какая-то штука, которую мы себе в голову пили, вот активисты, когда стали говорить про местное сообщество, это значит на уровне «я знаю соседа по лестничной площадке», ну, давайте честно скажем, ну вот положа руку на сердце, Я не знаю. мы не знаем, и не нужно этим как бы загоняться сильно. Но вот такой как бы мы живем этой иллюзией, вроде бы, с другой стороны, пример конкретный. Если мы говорим о том, что новые дома, чаще всего они переходят на товарищество собственничества, да? И это тогда местное сообщество. И это как бы одно другому не противоречит. То есть да, нужно отказываться от такого понимания, что мы все должны сплотиться, весь дом должен стать на оборону, да, чего-то там. Если этого нету, какого-то там экономического этого предрасположенности к тому, чтобы мы объединялись, ну значит нет, окей, значит я пойду там вместе с велосипедистами, вместе с любителями фалафеля объединюсь, вместе с вегетарианцами, вместе с крестьянами, там, с баптистами и прочее, прочее, прочее. Это нормально. Так или иначе, тут, чик, и уже вас Минск. В городе, по сути, в городе, по своей сути, там, особенно в больших городах, в мегаполисах там, и так далее, само сообщество, оно не то, что высосано, да, не пальцем. Вот. Само местное сообщество, оно может существовать, на мой взгляд, исключительно вот в чистом виде в деревне, потому что там есть вот, четкие потребности. Значит, мне нужны огурцы, значит, мне нужно молоко, там, я могу, там, тетя Галя, корова мне, там, собственно, даст на 2 часа, ну, все дела. Вот. А в городе, собственно, люди, особенно в больших городах, я не буду сейчас в городе, человек настолько обеспечен, у него все есть, ему за солью к соседу идти не надо. Он может сходить в супермаркет. Ему не нужно, то есть если в деревне там 1 кинотеатр там, на всю деревню, да, то есть чтобы он заработал, нужно, чтобы все там крутили велосипед, допустим, ну, такая деревня. Вот. А в городе человек, он, во-первых, одинок, да, потому что он может пойти куда угодно в одиночку, как бы он, то есть не предрасположен, допустим, знакомиться, у него есть все. Работа, развлечения, еда, супермаркеты, гипермаркеты и так далее. Вот. И ему, особенно люди другие, ему как бы и не надо. То есть он как бы сам один родился, там, и так далее, там, прожил, там, все. Вот. Как бы, и поэтому сообщество, да, когда формируется локальное сообщество, это прям большая ценность в городе. Но понятно, что зачастую там они притекают какие-то профессиональные союзы или союзы, которые принадлежат именно другому месту, которое он любит, он может ездить в этот парк через весь город. Сообщество формируется там. Ну, как бы, оно может сообщество того места, просто такой нетворк. Нет, просто хотел сказать, даже вот если взять кондоминиум или товарищество собственников, мы все равно приходим к тому, что там максимум 5% из этого товарищества будет наиболее активны, которые решают какие-то вопросы, проблемы и так далее, и так далее. Остальное все это серая масса, которая, может быть, примут голосование в вопросе, который проводится и так далее, и так далее. И именно вот эти 5%, они уже кооперируются на городском уровне и с велосипедистами, и с планировщиками и так далее, и принимают какие-то решения, влияют на общие какие-то решения по всему городу. Пытаться все вот эти вот людей стащить в одну, как бы, это по-моему, вот это утопия. Я, наверное, еще есть вопросы. Ну, давайте последний вот и будем уже переходить в неформальное общение. Да, я много чего услышал. Мне кажется, что когда Татьяна вопрос задавала, это вопрос о том, что город, в отличие действительно от локальных градов сельской территории, это совокупность людей, у которых привязка к местности достаточно условна. Живем тут, работаем там, и так далее. И возможность формирования, скажем, некого социального субъекта, который единого, целостного, единого, способного принимать коллективные решения, реализовывать коллективные решения,
соразмерно такой сложной целостности, как город, достаточно проблематично. Ну, проблематично в той или иной ситуации для разных стран, культур. Мы свою ситуацию примерно все понимаем. Сегодня много примеров приводилось, все смеялись, как понятно о чем. Да? У меня в этой связи вопрос все мы уперлись в то, что это образование, просвещение, воспитание. Да, мантра. Не тот народ, где надо менять и так далее. Какие вещи должны быть приобретены нашими детьми, нами самими все еще, чтобы такие вот подвижки, будь то вселенное сообщество, которое стихийно или косвенно кооперируется и способно городом управлять так или иначе, или что-то другое. Ясно дело, наверное, это не физика, не математика, а что-то другое. Что должно преподаваться, на ваш взгляд? То есть какие вещи взрослые люди будут дети? Как этот процесс должен быть выстроен? Мне кажется, это вопрос к вселенной. Почему? Потому что очевидно, что нету такого предмета. Да? Давайте опять же, положа руку на сердце, мы все хотим жить в прекрасном европейском городе. Мы любим вот эту тему там тоже сетидогом очень развивать. Мы хотим делать европейский город, мы рассказываем о том, что вот создается в Минске европейский город. Что такое европейский город, никто не знает точно и четко. Но при этом, когда вы мне скажете, что в вашем понимании европейский город, и я скажу, что в моем понимании европейский город, скорее всего, мы где-то пересечемся. То есть это какое-то прекрасное там сообщество людей, красивых желательно не бедных, желательно там с какими-то выгодами, желательно с мозгами в голове и так далее. То есть касаемо как и чему детей учить, да, и взрослых учить, мне кажется, это тоже такая вот, из темы «давайте попробуем сказку воплотить в жизнь». Вряд ли такое бывает. Мне кажется, что тут понятно, что надо обучать. Вот я могу сказать, как бывший преподаватель там, современного, да. То есть я могу сказать, что надо обязательно детей учить прекрасно. Преподаватель физкультуры скажет, надо детей учить считаться. Правильно? Правильно. Никто не скажет, что неправильно. Мне кажется, тут надо говорить просто о том, что нам надо вот просто идти, нам не надо стоять на месте. Более того, по-моему, Иван кинул эту тему, или кто-то из присутствующих, не хотелось бы, чтобы через 20 лет вспоминали, а вот те чуваки, которые там хотели построить мост и не получилось, про нас будут так вспоминать. Это нормальный тоже процесс, в этом ничего страшного нету. Нам просто тупо надо идти, делать свои дела, понимать, зачем мы это делаем, и пытаться с людьми общаться. Вот с вами мы пообщаемся, вы скажете, что вот есть там прекрасный журнал, ваш там племянник начнет читать его, или я там приду, скажу, вот прекрасный парень задал сегодня отличный вопрос, и какому-то своему там близкому другу скажу о вас, и прочее, прочее. То есть это такие темы и такие взаимосвязи, которые в процессе они рождаются, и в процессе они меняются. Просто проблема в том, что еще есть то, о чем вы сказали, что все мы прекрасно понимаем, что происходит и где мы живем. И это тоже нельзя ни в коем случае сбрасывать со счетов. Но этим нужно пользоваться еще. Я имею в виду не то, что плохим пользоваться, а теми небольшими шагами, да, которые есть, ими нужно пользоваться. Вот то, что мы сидим, то, что там есть бесплатное помещение и прочее, это тоже эти выгоды в каком-то смысле. То есть как только что-то есть, хватай, убегай, все. Я позволю себе тоже маленькую ремарку, потому что буквально сегодня как раз думала, идя сюда над этим вопросом, мне кажется, что было бы здорово иметь, да, чтобы закладывать какой-то фундамент для этого прошлого сценария, это очень четкое понимание того, как все системы, да, которые в городе работают, все и как люди с городом, как это все взаимосвязано между собой, условно, как там сфера градостроительства влияет на наше там самоощущение, как городская экономика влияет на еще что-нибудь. Вот хорошее понимание того, как все эти системы вместе работают, и вообще в целом понимание, мне кажется, всегда масштабирование того, условно, да, что есть Минск в мировом контексте, потому что всегда есть лучшие практики, всегда есть не очень хорошие практики. Вот, мне кажется, это позволит как-то с большей уверенностью двигаться вперед. Мне кажется, что всем должны преподавать один предмет здравый смысл. Во всех Здравый смысл приведет к жалобам. Здравый смысл быстро приведет опять к жалобам бесконечным. Это очень такой уровень, можно в качестве дискуссии.
Европейские города, мы будем масштабированием заниматься, принимают решение все равно, вот, это вертикаль на колосс. А преподавать, нет такого предмета, который нужно преподавать. Нужно учить детей. И через 20 лет вырастет это поколение, которое любят город. И не надо обязательно всех объединять в товарищество собственников или дворовые. Нам же войны не было. Что мы тут сидим? Я хочу сказать, что вот европейский город очень хорошее замечание. Мы все там рисуем какой-то европейский город, причем то есть у нас экспириенс у 99% людей, которые к нам приехали, нам сказали, вау, то есть мы там не жили никогда. То есть мы туда приехали как туристы, да, то есть мы прочитали про это в интернете, проходили по самым крутым местам и думали, вау, мы вообще круто, да? Евроремонт, все. Вот он какой. Вот, и здесь, приезжая вниз, там, допустим, мы пытаемся создавать такой карго-культ, да, то есть мы начинаем строить эти там креативные города, там мебель из полез должна вся быть почему-то. Почему все мебель из полез? Я живу, даже есть там... Это мебель, это... Да, это мебель, это палеты, да, там Заводский говорит, зачем вы используете палеты, у нас доска дешевле, ну что вы, то же самое. Вот, как бы, мы начинаем строить себе какой-то свой европейский город, и не учитывая вообще контекстов наших, да, забывая про то, что у нас здесь в Минске есть отличные, то есть там, в Беларуси уникальные какие-то ресурсы, культурные особенности, традиции, мы пытаемся натянуть вот этот вот креативный город Барселону, да, на Минск, да, он сопротивляется, и мало пространств, надо больше креативных. Люди вообще ничего не понимают, вообще все, все, надоело. Ну, как-то так. Лучше вот это немножко понимать, все, мне кажется. Будет город лучше. Я предлагаю на этой радостной ноте, наверное, завершить сегодняшнюю дискуссию. Спасибо всем большое за вопросы.